Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам сделать вместе со мной колье. Для этого нам понадобятся щипчики, бокорезы, ножницы. Вот такая вот тонкая проволочка, она называется ювелирный тросик. Замшевый шнур. Есть у меня вот такой вот красивый срез агата. И подобрала я подходящие бусины из натуральных камней, из дерева. Вот такие вот овальные бусинки. И вот такие вот деревянные диски. И фурнитура у меня будет, использовать я буду бронзового цвета. Поэтому и все остальные детали у меня будут бронзового цвета. И вот этот вот тросик. Карабинчик тоже бронзового цвета. Вот такая вот петля для этого среза агата. Вот такие вот колечки, но не простые, а двойные, в 2 оборота. Зажимы. И вот такие вот детальки, забыла, как они называются. Это вот такие маленькие цилиндрики, тоже бронзового цвета. Будем крепить их к проволоке, но я все покажу. Так, сначала мы отрезаем от нашей проволоки отрезок длиной приблизительно 60 сантиметров. Я вот отрезала предварительно, складываем пополам и середину вот так вот зажимаем. Вот такой получился у нас отрезок. От шнура отрезаем сантиметров по 30. 2 таких вот отрезка. И перед тем, как начать работу, я обычно складываю бусины с фурнитурой в определенном порядке, ну, чтобы было красиво и гармонично. Сейчас я вам покажу. Вот приблизительно вот так вот я сложила. Потом будет легче работать. Так, берем замшевый шнур, складываем его пополам. Так, и еще хотела показать. Вот здесь у меня вот такая деревянная бусина. Важно, чтобы отверстие было достаточно большим, чтобы в него мы смогли вот просунуть вот такой вот двойной шнур. Для этого мы беру я обычно вот такой вот отрезок проволочки. И вдеваю бусину. Вдеваю в бусину. Вот так вот вытягиваю. Так. Теперь берем заранее вот тоже приготовленный вот такой вот конус. Колпачок. И тоже вдеваем на замшевый шнур. Вот так вот получилось. Убираем проволочку и теперь вдеваем нашу длинную проволоку. Вот так вот получается. И сейчас начинается самая приятная часть работы. Это вдеваем бусины по порядку, в котором мы их расположили. Так как мы заранее все уже распределили здесь, это достаточно легко.
перемежаем бусины фурнитурой. Используем колпачки, используем для бусин и используем такие вот так называемые вот чипсы. Вот я вдела на проволоку несколько бусин. Теперь проталкиваю бусину вместе вот с этим вот колпачком поближе вот к этой первой бусине. И получается, видите, вот так вот. Это мы прикрыли соединение замшевого шнура с проволокой. Ну и дальше все по порядочку вдеваем, пока отключусь. Вот половинка нашего колье уже почти готова. Давайте я все-таки покажу, какую фурнитуру я использую. Вот такие вот металлические чипсики. Бусинки тоже вот такие деревянные чипсы. Вот такие вот красивые, видите, колпачки. Или их называют еще шапочки для бусин. Вот такие вот колечки. И вот такие вот тоже красивые детальки. Так, а теперь посередине мы должны подвесить вот этот вот срез агата. Здесь есть вот такое вот отверстие посередине. Здесь вот. Можно, конечно, вдеть сюда колечко, но все-таки вот с такой деталью будет смотреться гораздо симпатичнее. Такая вот петля. Сейчас мы ее вденем. Так, вдеваем и зажимаем. Так вот зажали. И сюда я еще вдела вот такое вот тоже двойное колечко для прочности. Так, ну вот теперь вдеваем в эту проволоку. И вдеваем половину бусин. Ну, здесь я, пожалуй, тоже отключусь, чтобы не было слишком длинным видео. Ну вот, друзья, вторая половинка у нас готова. Теперь мы берем второй отрезочек замшевого шнура. Тоже складываем его пополам. Ну и проделываем ту же самую процедуру. Вдеваем сначала деревянную бусинку. И колпачок. Вот так вот. Теперь дошла очередь вот до этих цилиндриков. Берем 2 штучки для прочности тоже. Вдеваем в проволоку. Вот так вот вделаю. Теперь в эту петлю проводим конец проволоки. Вот так вот. И проводим
вот эти оба конца проволоки через наши вот эти цилиндры. Так, это надо постараться еще. Угу. Проводим через несколько бусин. И вот так вот получается. Вот я провела через 2 бусины. Теперь затягиваем. Вот так вот затянули. Теперь нам надо расплющить при помощи щипчиков вот эти вот цилиндрики. И расплющить их надо очень хорошо. Вот так получается. И остатки этой проволоки срезаем. Так я срезала. И стык проволоки и замшевого шнура прикрываем вот колпачком и бусиной. Вот так вот у нас получилось. Теперь прикладываем к груди. Ну, сначала давайте все расправим, чтобы было красиво. Так. Прикладываем к груди, чтобы определиться с длиной нашего колье. Вот здесь вот лишнее находим, отмечаем вот пальцами и отрезаем. Так, и с другой стороны тоже лишнее срезаем. Теперь смазываем концы клеем. У меня это момент кристалл. Вставляем оба конца в зажим и хорошенечко придавливаем. И второй конец тоже. Вот так вот у нас получились такие вот кончики. Так, и теперь надеваем кольца. И карабин. И второе колечко. Так. И вот колье у нас готово. Сейчас я его примерю на себя и покажу вам. Вот такое вот получилось у нас колье. Сейчас покажу вам еще колье, которое я сделала, аналогичные этому. Вот такое вот. Здесь подвеска из агата,
костяные бусины, бусинки Дзи и бусины из рудракса и дерева. Вот такое вот. Так вот оно смотрится. И такое вот колье с бусинами из лавы, сердолика, из бусин Дзи. И вот эти вот рыженькие бусинки я сделала сама из полимерной глины. Вот такое. И еще одно покажу. Здесь вот подвеску я сделала, вышила бисером. Подвесила вот такие вот длинные бусины из гавлита. Получилось тоже вот очень красиво. Это уже в национальном стиле. Вот такое вот яркое, красивое колье. Ну, вот и все. Надеюсь, что до скорых встреч. Желаю всем здоровья. До свидания.